Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Ахмбекова Алмаза Эмильбековича, Мацакова Самата Аскаровича считается оконченным. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Самат Аскарович, пожалуйста, пройдите к трибуне. Уважаемый суд, участники процесса, мы полностью поддерживаем свое ходатайство, доводы о том, что именно абзац 7 пункта 4 упомянутого именно положения, словосочетание именно 7 июня 2016 года противоречит Конституции, а именно 24 статье в части дискриминации, так как мы уже ранее отметили, что именно данное словосочетание разделило, получается, граждан именно кто занимал должность временно отсутствующая на до и после, уважаемый суд, и в связи с чем, получается, идет и нарушение прав именно тех лиц, кто ранее занимал, и, получается, они выпадают, им не засчитывается. Более того, уважаемый суд, ранее считалось положением, сейчас не считается. Все доводы, получается, то, что мы указали, мы считаем их, поддерживаем и просим, уважаемый суд, удовлетворить настоящее ходатайство в полном объеме. Спасибо. Алмаз Таулдиевич, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые судьи, мы также настаиваем на своей позиции, что данное положение, пункты этого положения не противоречат указанным статьям Конституции, это именно части 1 статьи 24, 55, части 2 статьи 56. То, что в своем выступлении, возможно, да, мне сегодня замечание сделал, да, на постоянной основе, именно вот до 99 года не было это отрегулировано, не было вообще определения с 99 по 16 год законом допускалось, скажем. Именно в 2016 году на законодательном уровне уравняли в правах временно заменяющих и на постоянной основе. Соответственно, указ президента он основывался только на, скажем, прошедшем нашем законодательстве, и именно был даже периоды включены, которые, видите, с момента обретения независимости там, по 17 декабря 1999 года, то есть положением охватывалось максимально людям, всем охватить, но где закон прямо запрещал, то есть допускал различия, соответственно, президент не мог туда вторгнуться, и как-то это было бы, скажем, превышением. Соответственно, как это законодательство допустило, что их уравняло в правах, соответственно, вы в этом положении отражены, можно сказать, каждый день учитывался с момента обретения независимости, с момента введения различий и с момента уравнивания в 2016 году. То есть данное положение, утвержденное указом президента, полностью соответствует Конституции и законодательству Кыргызской Республики. Просим отказать в поданном ходатайстве. У меня все. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Ахмбекова Алмаза Эмильбековича, Мацакова Самата Аскаровича о проверке конституционности нормативного положения абзаца 7 пункта 4 положения о порядке исчисления стажа государственной службы и муниципальной службы для выплаты процентных надбавок за выслугу лет, утвержденного указом президента Кыргызской Республики от 2 февраля 2022 года номер 25, выраженного словами «начиная с 7 июня 2016 года», считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.